Я рада приветствовать всех, кто присоединился к вебинару, хотя количество участников пока не очень радует. Но тем не менее, не будем расстраиваться, потому что вебинар будет размещен на сайте нашего института. Информация будет доступна для всех, кто по каким-либо причинам не смог присоединиться вовремя к вебинару в режиме реального времени. А главный вопрос, который волнует коллег, как будет проходить пушкинский диктант. Второе, в каком формате будет проходить регламент проведения. Именно такие вопросы задавали коллеги, которые звонили нам по этому мероприятию. Уважаемые коллеги, я надеюсь вас не затруднить, и если попрошу вас сообщить о себе по ходу этого вебинара, кто вы, откуда. Можно записать вопросы в чате, которые вас волнуют, интересуют и не найдут освещения в ходе этого вебинара. Даже если и будут освещены, тем не менее, они для меня станут как бы инструментом для проведения сегодняшнего вебинара уже по как раз непосредственному проведению, по организации, по процедуре проведения пушкинского диктанта. Итак, уважаемые коллеги, мы собрались на вебинар по замечательному поводу, знаменательному предстоящему событию. Пушкинский диктант – это не только плановое мероприятие, которое стало уже традиционным в Республике Коми. Само название этого мероприятия говорит за себя – Пушкинский. Пушкинский диктант проводится в день рождения великого гениального поэта Александра Сергеевича Пушкина. Пушкинский день России. Именно такой государственный статус получил этот день 6 июня. Согласно указу президента Российской Федерации о 200-летии со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в мае 1997 года. А в 2011 году был установлен указом президента День русского языка. И этим днем снова стал день рождения Александра Сергеевича Пушкина, 6 июня. Памятная дата была установлена в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации. Таким образом, 6 июня у нас, у россиян, тройной праздник. Во-первых, это день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Во-вторых, это российский праздник, Пушкинский день России. Причем в этом году юбилейная дата. Отмечает 20-летие этот праздник. И, наконец, это день русского языка. 6 июня, в день рождения великого поэта Пушкина. Надо сказать, негласное существование Дня русского языка началось с 1996 года. 6 июня, в день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, русская община Крыма стала отмечать День защиты русского языка. Но через какое-то время, прошло немало, скажем, времени, спустя 11 лет русская община Крыма инициировала сопровождение праздника с открытием международного фестиваля русской славянской культуры под названием «Великое русское слово». Таким образом, начиная с 2007 года в Крыму по инициативе русской общины
6 июня стал проводиться международный фестиваль русской славянской культуры «Великое русское слово». А с идеей учреждения на официальном уровне всероссийской и даже всемирной даты, посвященной русскому языку, впервые выступил Иван Клименко, автор «Русской игры слов». Он написал статью, которая была опубликована впоследствии на страницах парламентской газеты в 2007 году под заголовком «Да будет день». Хочу напомнить коллегам, что 2007 год был объявлен годом русского языка. Статья была посвящена итогам этого года. Итак, год русского языка уходит, но уходит только календарный год. А во всем русском мире наступает время русского языка, получивший мощный заряд от именного года. Но опыт именного года свидетельствует о том, что для непременного развития языка в каждом грядущем календарном году обязательно должен еще быть и один именной день – День русского языка. Всемирный праздник для всего русского мира. Как у французов существует День французского языка, для всего франкоговорящего мира. День для итогов, торжеств, наград и перспектив. Кто-то напомнит, что в России уже отмечается День славянской письменности и широко отмечается. И это хорошо, но ведь русский язык славит не только православие. Русский давно является языком не только межнационального, но и межконфессионального и межцивилизационного общения. О том и надо постоянно, хоть и ненавязчиво, напоминать миру. Это фрагмент из статьи Ивана Клименко «Да будет день». Если коротко о статье, то главная ключевая идея и заключается в том, что русскому языку необходимо дальнейшее развитие. А это устроить гораздо легче, если каждый год ознаменуется соответствующим культурным праздником. И этот день наступил в 2011 году. 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, Россия и весь русский мир отмечает День русского языка. Не химии, не истории, а русского языка, потому что язык – это цементирующее начало нации. Но я не думаю, что нуждается аргументации, почему именно этот день и именно русский язык. Но тем не менее, давайте еще раз подчеркнем. В среде славянских языков русский язык получил наибольшую распространенность. И этим можем мы гордиться. Это один из 6 официальных международных языков Организации Объединенных Наций. Помните Ивана Сергеевича Тургенева? В дни сомнений, в дни тягостных раздумий ты один мне, поддержка и опора, великий и могучий русский язык. Ценность великого и могучего языка, конечно, заключается в его богатстве и в речевом разнообразии. Нет ни в одном такого разнообразия и многообразия, такой выразительности ни в одном языке планеты. Уместно вспомнить слова самого Александра Сергеевича Пушкина, которыми он выразил любовь и восхищение родным языком. Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими. Судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древнегреческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии,
даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи. Словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, от сели заемлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного, но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей. Итак, День русского языка – это огромное приобретение русским миром. Но почему именно день рождения Александра Сергеевича Пушкина стал тем днем русского языка? Ответ, конечно, на поверхности. Ну, во-первых, Пушкин у нас – начало всех начал, как сказал о гении Пушкине, о его творчестве Максим Горький. И действительно, погружение в художественный мир, в художественную литературу у маленького ребенка начинается со сказок Александра Сергеевича Пушкина. А в юности я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Или я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. А далее следует драма. О более зрелом возрасте трагедии Пушкина увлекают нас. И каждым из них мы открываем планету Пушкина. Конечно, как сказал Николай Васильевич Гоголь, что привлекает, и что, наверное, тех организаторов, которые выделили именно этот день для ознаменования Днем русского языка, и то, что выражено в словах Николая Васильевича Гоголя, в нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла. Тут все – и наслаждение, и простота, и мгновенная высокость мысли, вдруг объемлющая священным холодом вдохновения. Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия. Слов немного, но они так точны, что обозначают все в каждом слове бездна пространства. И, конечно, как не у Пушкина, учиться меткости, выразительности на его произведениях. Первая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет все, что может поумнеть. А что может поумнеть? Умнеют наши мысли, наши чувства, наши поступки, наша душа, наконец, наша речь. Здесь русский дух и Русью пахнет, так выразился о творчестве Александра Сергеевича Пушкина Виссарион Григорьевич Белинский. Поэт всем своим творчеством чувства добрые пробуждал, присущие русскому народу. Какие? Добро, труд, достаток, правда, справедливость, общинность. И, конечно, говоря о значении языка Пушкина в жизни маленького и большого, взрослого, нельзя не вспомнить слова Анны Андреевны Ахматовой о значении его языка, пушкинского языка. Она говорила о Пушкине. Стихи Пушкина дарили детям русский язык в самом совершенном его великолепии. Язык, который они, может быть, никогда больше не услышат, и на котором никогда не будут говорить, но который все равно будет при них как вечная драгоценность. А Виктор Розанов, драматург, вознес до великой истины слово Пушкина. И это правда.
Участие в пушкинском диктанте – это дань памяти великому поэту. Это огромное уважение, любовь и преклонение перед именем, перед планетой Александра Сергеевича Пушкина. И хочу перейти непосредственно сейчас к тому мероприятию, а это не просто мероприятие, это праздник. И нужно этот праздник устроить для наших детей, для наших учащихся, школьников. Каковы же цели пушкинского диктанта, в котором и вы уже участвуете, наверное, ряда лет? Повышение грамотности, активизация имеющегося словарного запаса и его расширение, поддержка и стимулирование мотивации к изучению русского языка, литературы, формирование интереса к чтению, развитие речи участника. И это все на основе текстов Александра Сергеевича Пушкина, через его творчество. Что включает содержание работы пушкинского диктанта? Я буду говорить, опираясь на свои наблюдения, двухлетние наблюдения. И в 2015 году, и в 2016 году пушкинский диктант проходил в формате тестов. Если в 2015 году участниками являлись, начиная с 5 класса и до взрослого населения, то в 2016 году уже были подключены и 3-4 классы. Возможно, в этом году будут подключать и 1-е, и 2-е. Единственное, какую информацию мы на сегодняшний день имеем, это то, что пушкинский диктант состоится. И будут использованы для проведения пушкинского диктанта материалы, подготовленные учителями России. Взяты эти материалы из конкурсных работ. В прошлом году частично были внесены задания из конкурсных материалов. В этом году наверняка трансляция опыта наших коллег в России будет продолжена на материале уже пушкинского диктанта. Форма проведения тестовая. Количество заданий в прошлом году было таково. Были предложены задания для 3-4 классов 3, для 5-6 4, для 7-8 5 заданий, для 9-11 6 и для взрослых 7 заданий. Мы сегодня некоторые задания рассмотрим, чтобы у вас было представление, что вас может ожидать. Все-таки мы надеемся на то, что, возможно, и будет в режиме онлайн проводиться пушкинский диктант, и в том же формате, в котором проводился в прошлом и позапрошлом году. В течение 45 минут предстоит работа в рамках тестового выполнения заданий. Единственное, к организаторам огромная просьба обеспечить предельно честное выполнение работ, для чего требуется исключить, использовать телефоны, планшеты, справочную, другую литературу. Это нужно сделать заранее, подготовиться основательно, чтобы почувствовать удовлетворение, ощутить это счастье, этот праздник, участвуя в общественной российской акции, всероссийской акции «Пушкинский диктант». Я хотела сегодня предложить вашему вниманию и итоги прошлого года. Наверное, любопытно узнать, кто принимал участие, сколько у нас было участников, но не так много. Немало, но и не так много. Мы в этом году, конечно, ожидаем утроить эту цифру, которую вы видите на слайде. 1765. Сюда вошли и сотрудники, в том числе нашего института. 45 образовательных организаций Республики Коми. Из 18 муниципальных образований участвовали.
Сыктывкар, Усинск, Печора, Инта, Вуктыл, Сосногорск, Усть-Куломский район, Кайгородский район, Ударский, Ижемский, Сыктывдинский, Карткерусский, Усть-Вымский, Усть-Цилимский, Троицко-Печорский, Сысольский, Пнешпогосский, Прилузский. У нас 20 муниципальных образований. И в этом году, конечно же, мы ожидаем, что 20 муниципальных образований предоставят нам материалы об участии в Пушкинском диктанте, и в том числе и наши государственные образовательные учреждения, лицеи и профессиональные образовательные организации мы тоже приглашаем к активному участию в Пушкинском диктанте. Участниками стали и 3-4 классы, и 5-6, и 7-8, и 9-11, и взрослые. Как видите, среди них это люди разных профессий, разного рода занятий. Библиотекари, родители даже участвовали, мы не знаем, какой профессии они. Учителя, фармацевты, корреспонденты, методисты, юристы, экономисты, специалисты кадровых служб и так далее. 196 было взрослых. Очень хочется надеяться, что эта армия увеличится в этом году многократно. Хотелось представить и наших победителей прошлого года. Ими стали среди учащихся 4 классов, учащаяся средней общеобразовательной школы номер 3 Печора, среди 5 классов из этого же образовательного учреждения, из 7 классов, как видите, знатоки творчества Пушкина, и самые грамотные школьники у нас учатся, обучаются, наверное, такими же знатоками и очень грамотными специалистами в школе номер 3 города Печоры. 10-классница набрала также 100 баллов из лицея номер 1 города Инты. Победители Пушкинского диктанта 2016 года среди взрослых в Республике Коми. Это и учитель английского языка, учитель химии и биологии, 3-й школы, той же школы, откуда вышли победители, учащиеся, учителя русского языка и литературы, что не удивляет, и библиотекарь средней общеобразовательной школы номер 1 города Вуктыла. Мы надеемся, что 100 бальников у нас будет в этом году гораздо больше. Итак, какие же типы заданий были предложены для учащихся 3 и 4 классов в прошлом году? Традиционно первое тип заданий будет повторяться из возраста в возраст, будет предлагаться и для 4-5, и для 7-8, и для 9-10 классов, 10-11 классов. Первое задание. Прочитайте текст, выполните задание. Группа заданий, которые входят в первую группу. Найдите в названии сказок, упомянутых в тексте, был дан текст, имена собственные и подчеркните их. Выпишите из текста слова с безударными гласными, проверяемыми ударением. Выпишите из текста слова с удвоенными согласными. Выпишите из текста слова с проверяемыми согласными. Не так все сложно, не так все страшно. Все это ребятам знакомо. И с удовольствием они выполняют эти задания. В прошлом году мы хорошие отзывы получили о своем участии в Пушкинском диктанте. И справились с этим заданием достаточно успешно ребята, которые участвовали в этой акции. Вторая группа заданий. Прочитайте и выполните следующее задание. Вставьте приведенные ниже отрывки из сказок Пушкина вместо пропуска в нужные глаголы. Я выбрала только к примеру, чтобы у вас было представление, какого типа будут задания, чтобы вам было понятно, к чему нужно быть готовым. Все-таки есть надежда, что такие типы заданий будут повторяться. Конечно, будут, возможно, включены и другого характера, и это будет еще интереснее. Белка песенки поет, да, орешки, все. Я уже чувствую, что вы ответили на этот вопрос правильно.
грызет. Подчеркните в оставленных глаголах безударные окончания. Третья группа заданий. Установите соответствие названий известных произведений Александра Сергеевича Пушкина с кадрами из мультипликационных фильмов. Надо сказать, что в прошлом году материалы были в соответствии с годом, а год был кино. И много было заданий, связанных как раз с текстами, которые вошли в основу кинофильмов. Эти задания повторялись и для пятых-шестых, были включены и для седьмых-восьмых, и девятых-десятых, 11 классов. Ну, вот один из таких видов необходимо было привести в соответствие, прописать нумерацию этих иллюстраций из мультипликационных фильмов, по сказкам Пушкина, внести в таблицу сказка о царе Салтане, сказка о попе и рыбаке, его балде, ну и так далее. Типы заданий для пятых-шестых классов. Ну, о первой группе заданий мы уже говорили. Ставьте пропущенные буквы, расстройте скобки, дан текст, необходимо выполнить эти задания в том тексте. Писать ничего не должны. Все выполняется на бланках. Бланки готовые. Мы об этом еще чуть позже скажем. Рассмотреть кадр из кинофильма «Руслан и Людмила», на котором видим Руслана, сражающегося с Черномором. А знаете ли вы, чем были вооружены русские витязи? Подчеркните в приведенном списке те слова, которые обозначают древнерусское оружие. В случае затруднения обращайтесь к толковому словарику. Нужно было подчеркнуть те слова, которые были в лексике того времени, той эпохи, в которой представлено произведение Александра Сергеевича Пушкина. Ну, я думаю, что вы легко уже выполнили это задание сейчас. Я опять-таки включила только какие-то примеры. Не все вопросы, связанные с той группой или с другой группой заданий. По опорным словам вспомните названия сказок и запишите их полное название. Окошко, царь, сестры, бочка, остров. Сказка называется о царе Салтане. Прочитайте отрывки из произведений Александра Сергеевича Пушкина. Вставьте пропущенные слова, опираясь на их лексическое значение. Перед утренней зарею братья дружную толпою выезжают погулять, серых уток пострелять, руку правую потешить. Сорочины в поле спешить. Это ворога значит. Ну, в эпоху, та, которая представлена Пушкиным, необходимо, то есть с характерным лексическим значением было слово как раз сорочины, ворог, мусульманин. Типы заданий для 7-8 классов. Первые я уже озвучивать не буду, повторяются и не будут повторяться, мы об этом уже сказали. Дополнительно появляется здесь задание по знаку препинания. То есть необходимо расставить недостающие знаки препинания и зачеркнуть лишние. Соотнести кадры из фильма с произведением Александра Сергеевича Пушкина. Были представлены кадры из «Капитанской дочки», «Барышни-крестьянки», «Станционного смотрителя», «Пиковой дамы». И с этими заданиями, надо сказать, мы посмотрели еще раз итоги, очень успешно ребята справились. Прочитайте отрывки из произведения Александра Сергеевича Пушкина и напишите имена героинь, которым принадлежат писанию. Ей было 17 лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Вы, наверное, узнали Лизу из «Барышни-крестьянки». Несколько таких было характеристик. Необходимо было назвать героиню и произведение, из которого взята характеристика.
Прочитайте мнение известного критика Шемякина о фильме по одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина «Барышня-крестьянка». Может быть, фильм и не является шедевром, но мне кажется, что в наше время нужны такие картины. Тихие и спокойные, рассказывающие о вечных ценностях, о любви, о семейном счастье. Мне нравится общая атмосфера фильма, светлая и прозрачная его простота. А задания были даны к этому тексту такие. Подчеркните в тексте прилагательные, с помощью которых автор передает свои отношения к фильму. Ну, наверное, вы подчеркнули бы светлые, прозрачные, да и тихие, спокойные. Ответьте одним развернутым предложением на вопрос, почему критику Шемякину нравится фильм «Барышня-крестьянка». Вот, наверное, последнее предложение. Типы заданий для 9-11 классов. Какие слова и выражения, приведенных ниже строках из романа Пушкина Евгений Онегин, звучат архаично и не соответствуют современным грамматическим нормам? Подчеркните эти слова в тексте. Работа очень простая. Не требует особого умственных каких-то напряжений, интеллектуального такого труда. Тем более это уже 9-11 классы, которые готовы к написанию ОГЭ, ЕГЭ, и такого рода задания они выполняют, готовясь к государственной итоговой аттестации по русскому языку. Узнайте по характеристикам героев и запишите их имена. Красавец в полном цвете лет, поклонник Канта и поэт. Он из Германии туманной привез учености плоды, вольнолюбивые мечты, дух пылкий и довольно странный, всегда восторженную речь и кудри черные до плеч. Вы, наверное, узнали Владимира Ленского. Ну и, наконец, типы заданий, которые были предложены для взрослых, или взрослым, точнее. Прочитайте высказывания, принадлежащие перу Эртеля, русского писателя XIX века. Пушкин – великий поэт. Александр Сергеевич Пушкин как был велик, так и остался великим. Кто из вавилонского плена словесность нашу излег? Пушкин. Кто ее спустил с высей-то казенных, с мундирных-то парнасов? Опять-таки Пушкин. Это историческая заслуга, а прямая заслуга, а красота во веки веков живая. Надо понимать, какого имеем великана. И необходимо было выполнить задание, соотнести слова Парнас и Вавилон с их словарными статьями, они были даны, упрощено выполнение таким образом было, и записать на нужной строке то, что они обозначали. Второе задание. Прочитайте и восстановите строки романа Евгения Онегина Александра Сергеевича Пушкина. Было предложено 11 фрагментов. Ну, к примеру, такого рода. Они хранили в жизни мирной привычки милой старины. У них водились русские блины. Сам текст подсказывает, если забыли, что пропущено какое слово в этом тексте. У них на масленичной жирной водились русские блины. Следующее задание было такого рода. Ставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, поставьте недостающие знаки препинания. Следующая группа заданий. Прочитайте текст, отрывок из романа Пушкина Евгения Онегин. Выполните задание к тексту. Подчеркните номер предложения с обособленным обстоятельством. Подчеркните в предложениях 3-4 слова, чередующиеся гласные в корне. Предложение в третьем подчеркните грамматическую основу. Здесь приведены не все тексты, которые были предложены для выполнения этого задания. Я надеюсь, мы сегодня и сейчас выполнять
эти задания не будем. Вам будет интересно самим попробовать свои силы, прежде чем предложить ребятам в рамках подготовки к пушкинскому диктанту материалы. Можно эти предложить для тренировки, как варианты тренировочные. Ну, об этом чуть я позже еще тоже скажу, где можно найти, потренироваться, подготовиться основательно, привлечь к этому, чтобы повысить мотивацию ребят к изучению, к чтению и к участию в таких мероприятиях. Был дан терминологический диктант по роману Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Нужно было объяснить значение слов. Я не стала писать сюда эти слова, выписывать. Вы их найдете, я скажу позже, где можно будет найти их. Прочитайте отрывок из произведения Александра Сергеевича Пушкина, по которому были сняты кинокартины в 1988 году и в 2014 году, и написать, какому герою принадлежит следующее описание. Ну, не одно описание было дано. Учитель понравился своей приятной наружностью и простым обращением. Дана была подсказка. Этот герой был и офицером, и учителем, и разбойником, и помещиком. Но невозможно не выполнить это задание, согласитесь. Составьте список произведений Александра Сергеевича Пушкина не менее 10, которые вы бы посоветовали прочитать своим детям. Обоснуйте свой выбор. Это небольшая была предложена творческая работа. Может быть, и в этом году это задание будет включено в пушкинский диктант, поэтому тоже надо быть готовым и попробовать освежить в памяти все тексты Александра Сергеевича Пушкина, известные, знакомые вам, да, и те, которые хотелось бы, чтобы дети наши обязательно познакомились, и в первую очередь. Кроме школьной программы, чтобы еще могли посоветовать, прочитать нашим детям. Ну и теперь конкретно перейдем к вопросу, как же подготовиться к пушкинскому диктанту? Все-таки сегодня аудитория организаторов – это те, которые будут и организовывать, и непосредственно проводить, а может быть и сами участвовать в этом действии. Первое, на что следует обратить внимание, и это надо проговорить перед аудиторией, детской аудиторией тоже, если еще и будет такая возможность. Безусловно, без орфографии и без пунктуации выполнить первую группу заданий невозможно. Но можно, конечно, если иметь очень сильный, хороший багаж, если очень грамотный, если очень хорошо знает все правила правописания. Но, как вы уже убедились, слова будут даны не только такие, которые мы проверяем или, по крайней мере, используем при написании этих слов, правила, а также и пунктограммы. Но сейчас речь в первую очередь пойдет об орфографии. Для этого, конечно, необходимо чаще заглядывать в словари, в трудные написания. Сейчас такое богатство предлагает наш рынок, и такие словари нужно иметь. По-другому приучить себя писать грамотно слова, на которых не существует правила, сложно. Только путем приобщения себя к словарям, к текстам. Ну и, конечно, тренировочные материалы, это безусловно, можно использовать. Можно заглянуть еще и в учебные пособия, если есть такая возможность. Не все учебники еще нашими учениками сданы в библиотеки своих образовательных организаций. Но в этом не будет проблемы. Я думаю, что источники, пособия, дополнительные справочные материалы в каждом доме сейчас
есть, имеются. Выполнить несколько упражнений, требующих знания по орфографии, пунктуации и грамматике. Но мы уже говорили, источниками могут быть самые разные пособия. Полистать словари, в том числе по произведениям Александра Сергеевича Пушкина. И сегодня это тоже не дефицит, это тоже нетрудно приобрести. В любой книжной полке книжных магазинов можно или в интернете доступно, было бы только желание. Вспомнить школьный программный материал по творчеству Александра Сергеевича Пушкина, вспомнить названия произведений, сюжетные линии, основные события, героев, имена особенно, истории, связанные с героями произведения. Можно обратиться к дополнительным источникам, раскрывающим особенности произведения Александра Сергеевича Пушкина с точки зрения языковых особенностей, проблематики, ну и так далее. Какие же рекомендации будут даны организаторам? Но в первую очередь для проведения диктанта, конечно, необходимо получить материалы. Хотя, наверное, не с этого нужно было начинать мое предложение, но мы уже начали с вами эту работу, и вы уже знаете, кто к вам придет на пушкинский диктант, какой состав ребят. Ну, если нет, то еще есть время, чтобы получить заявки, и вы уже к этому времени будете знать точно, сколько человек будет принимать участие, какой возрастной категории будут участники. Получить материалы можно будет у нас. Будет дополнительная дана информация, каким образом. Или же с нашего сайта, сайта нашего института можно будет скачать. Или если будут какие-то затруднения, следовательно, мы будем рассылать по электронной почте. Проблемы в этом не будет. Самое главное, чтобы у вас работал интернет, чтобы не получилось так, как с сочинением, с конкурсным сочинением «Я гражданин России» как раз в последнюю минуту. И Его Величество интернет нас немножечко подвел. Распечатать бланки заданий по одному экземпляру на каждого участника акции в соответствии с его возрастной категорией – это следующий этап. Определить место проведения пушкинского диктанта. Наверняка вы уже определились с базой проведения, и с местом проведения не будет никакой проблемы. Обеспечить проведение с соблюдением требований. Мы об этом уже говорили. Никакой связи с внешним миром быть не должно. И, конечно, нужно надеяться на абсолютную объективность. И в кабинете, где будет проводиться, может быть, не в одном кабинете, должны быть организаторы, которые будут и помогать при затруднении, если не будет все понятно нашим участникам. И, конечно, будут наблюдать, насколько соблюдаются эти требования, правила проведения пушкинского диктанта. Обеспечить по завершении пушкинского диктанта необходимо собрать бланки с ответами уже, обеспечить проверку работ с опорой на ключи, а ключи мы будем направлять. Значит, начало пушкинского диктанта в 10 часов. Это для всех. После 14 часов вы уже получите ключи, и с опорой на ключи обеспечите проверку. Можно привлечь учителей русского языка и литературы, которые пока свободно. Мы понимаем, что сейчас в условиях проведения ОГЭ, ЕГЭ, консультационных мероприятий не всегда можем положиться на наших коллег, на учителей русского языка и литературы. Они самые востребованные и самые загруженные в этот период. Заполнить общий протокол после проверки и отправить к нам в институт. 7 июня до 12 часов мы ждем уже готовые общие протоколы об участии вашего муниципального образования, ваших
взрослых, детей, школьников. Если участвует профессиональное учебное заведение из профессиональных образовательных учреждений. Но также мы приглашаем и профессиональные учебные заведения, которые находятся на территории города Сыктывкара, принять могут на базе института. У нас будет проведен пушкинский диктант с 15 часов. Почему с 15 часов? Все-таки мы бы хотели в условиях Сыктывкара приобщить к этому мероприятию, к этому празднику, всероссийскому празднику, к этому действу торжественному. И школьников, которые в первую половину дня, возможно, принимают участие в консультационных мероприятиях, я имею в виду выпускников, возможно, и в этот день экзамены, будут на экзаменах, ну а потом примкнут к нам. Именно с этим связано было решение провести пушкинский диктант с 15, а не с 10 часов. По всем вопросам общероссийской акции «Пушкинский диктант» мы просим, можно обращаться по нашим адресам, электронным адресам, которые вы видите сейчас на слайде, и по телефонам. К Нине Александровне Цибульской, это я, заведующий Центра развития общего образования. Можно обратиться к Елене Александровне Лапшиной по этим же телефонам, которая будет привлечена к организации и проведению пушкинского диктанта. Ну вот, пожалуй, все вопросы, которые мне хотелось осветить в рамках нашей сегодняшней встречи на этом вебинаре. И хотелось бы получить обратную связь от вас, вопросы, ваши предложения, возможно, какие-то замечания. Если будут какие-то предложения, если будут вопросы, мы просим обращаться к вас по тем электронным адресам, которые вы, наверное, зафиксировали с последнего слайда. И остается только поблагодарить за участие в этом вебинаре всем
прекрасного настроения. Мы очень хотели бы, чтобы вы постарались этот день сделать действительно праздником для наших ребят, чтобы они ощутили этот праздник и ушли с хорошим настроением с пушкинского диктанта и ждали с нетерпением следующей встречи на этом мероприятии, в следующем уже 2018 году.